эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. В Якутии приступили к сборке самого большого кофердама Ленского моста. В этом году планируют вывести постоянные конструкции в русло реки. В поселке Сангар завершено строительство новой поликлиники на 104 посещения в смену. Жителей Кобяйского улуса с завершением строительства поздравил глава Якутии Айсен Николаев. Февраль для школьников России пройдет с акцентом на патриотическое воспитание. В молодежном центре «Патриот» стартуют уроки мужества. В Якутске женщина родила в коридоре роддома. У младенца перелом черепа. При стремительных родах ребенок упал на пол. Ему диагностировали линейный перелом. 29 января в мире отмечается День первой машины. Именно эта дата считается отправной точкой автомобильной истории. Расскажем, как она начиналась в Якутии. Еще одна памятная дата появится в России. Теперь 8 февраля официально установлено Днем военной полиции. Соответствующий приказ подписал президент Владимир Путин. Именно 8 февраля 1812 года император Александр I подписал документ, где вводились в действие общие правила полевой воинской полиции. Напомню, что данная правоохранительная структура предназначена для защиты прав военнослужащих, обеспечения правопорядка и воинской дисциплины среди солдат. Она действует как система органов и подразделений, предотвращая преступления и нарушения в армии. Более 1000 участников, 570 участников специальной военной операции, 566 членов их семей прошли комплексную программу восстановления в Якутии. Работа проводится на базе Республиканского социально-оздоровительного центра комплексной реабилитации инвалидов имени Юрия Степанова и продолжается в настоящее время. В рамках программы осуществляется сотрудничество с бассейном Саморода, где для участников СВО организованы занятия по гидрокинезотерапии. Продолжается проведение обрядов Арчи, дома Арчи, которые способствуют укреплению духа, обретению душевного спокойствия наших бойцов и родных. Продолжается мероприятие по информированию и консультированию участников спецвоенной операции и членов их семей. Всего проведено более 98 встреч с различными ведомствами и организациями. Строительство Ленского моста, одного из крупнейших и самых амбициозных проектов на Дальнем Востоке, продолжается. Работа не останавливается ни на день. В начале этого года началось возведение второго кофердама. Подробности в следующем сюжете. Несмотря на мороз и короткий световой день, работа не останавливается. Полным ходом идет сварка конструкций, устанавливают новые сваи. Всего на предприятии в данный момент трудится порядка 110 человек. Кроме того, завершается работа над строительством кофердама номер 10, одного из оснований будущего моста. В зимнее время у нас работы идут безостановочно. Да. Единственное, только в активные дни, это то есть ниже температуры минус 40 градусов, у нас техника не работает. Ну а в целом работа производится у нас в тепляках. В тепляках мы укрупняем сварочные работы. Общее всего будут 3 кофердама. 8, 9, 10 опоры. 9-й кофердам – один из 3, который станет надежным основанием для Ленского моста. Он будет самым большим, и его колонна будет достигать более 240 метров. Здесь же мы наблюдаем, как проходит установка днища данного кофердама. Именно в строительстве Ленского моста впервые в российской практике используются наплавные кофердамы. Они строятся на суше, а затем впоследствии после оттайки льда будут опущены на воду и установлены в необходимые места с помощью строительного флота. Ленский мост считается одним из сложнейших проектов не только российского, но и мирового мостостроения. Не имеет аналогов в мире, а технология на плавных кофердамах – это одна из передовых технологий, применяемых в Российской Федерации. Мост не имеет аналогов по эксплуатационным характеристикам, которые назначаются проектом. С началом навигации на реках Якутии и полной подготовки 10-го кофердама его планируют спустить на воду. Вместе с тем начнется этап обустройства русла реки. Тимур Калмогоров, Семен Семенов, Якутск. В
поселке Сангар Кобяйского улуса завершилось строительство новой поликлиники на 104 посещения в смену. Строительство велось в рамках нацпроекта здравоохранения. Раньше подразделения располагались в 4 разных зданиях. Теперь все в одной современной и хорошо оснащенной поликлинике. Здесь будут работать взрослое и детское отделение, диагностические службы, лаборатории и женская консультация. Новая поликлиника полностью оснащена и позволит оказывать широкий спектр востребованных медицинских услуг. За годы реализации национального проекта в Якутии введено более 110 объектов здравоохранения. Герой России, ветеран боевых действий Андрей Григорьев с позывным «Тута» провел урок мужества с учениками школы номер 17. Он поделился с учащимися своим жизненным опытом и рассказал о службе. При этом ребят больше всего интересовала юность героя, где он учился, чем увлекался и какие качества помогли ему выбрать жизненный путь. Подробнее об этом в материале Лилии Бурцевой. Андрей Григорьев – человек, который на собственном опыте познал, что такое настоящая отвага. В начале прошлого года указом Владимира Путина Тута был удостоен звания Героя России. На сегодняшний день ветеран боевых действий занимается патриотическим воспитанием, активно участвует на встречах с молодежью и подрастающим поколением. Я хочу, чтобы все дети выросли преданы своей стране, любили свою страну. И вот я по своей практике вижу и знаю, что наши дети сейчас очень преданы своему страну и свою родину очень любят. И в основном дети болеют за нас, там, героев. Встреча также дала старт месячнику патриотического воспитания в России. В школах будут проходить различные акции, встречи и мероприятия, направленные на рост патриотизма у молодого поколения. Мы воспитываем в наших детях именно патриотический дух, именно знание своего народа, культуры. Воспитываем более осознанную молодежь, уважающую свои традиции и народ. Сами же дети признаются, что герои, с которыми у них проводятся встречи и лекции, являются для них примером. Сегодня прошла очень интересная встреча. Сегодня мы встретили Героя России. Я Героя России встретил первый раз. Герои России дает нам пример храбрости, стойкости и мужества. Подобные мероприятия поднимают чувство ответственности и патриотизма у молодого поколения. Благодаря им дети понимают, что такое любить и дорожить своей родиной. Лилия Бурцева, Екатерина Амосова, Нюркун Старостин, Якутск. С 1 февраля максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет будет проиндексирован на 5,6% и составит 83 тысячи рублей. Эту выплату может получить любое лицо, осуществляющее уход за ребенком, включая отца, бабушку, опекуна или усыновителя. Мера рассчитывается с учетом максимального размера дневного заработка, который в этом году превысит 6800 рублей. Для безработных граждан применяется фиксированная сумма в размере чуть более 10 тысяч рублей в месяц. Для ее получения должны быть соблюдены условия нуждаемости в соответствии с методикой Соцфонда России. В Ленске с 1 января этого года заработал территориальный образовательный комплекс в сфере дошкольного образования. Все 9 детских садов города объединены в одно юридическое лицо. Учреждение возглавляет единый руководитель, а бывшие заведующие стали руководителями структурных подразделений. Что изменится с образованием образовательного комплекса, смотрите в нашем сюжете. Ленск стал одним из 3 городов, в котором с 2026 года заработал территориально-образовательный комплекс. Задача реализовать указ главы республики была поставлена районным властям и управлению образования еще в 2024 году. С этого момента началась подготовка к внедрению новшества. У нас в городе Ленске 9 дошкольных образовательных учреждений, и мы решили их реорганизовать путем присоединения к Большому саду, к Теремку. Для чего это мы проводим? Для того, чтобы оптимизировать некие расходы, которые все-таки есть у образовательных организаций, в том числе организации и административно-управленческого персонала. Но у нашего главы еще было немножко другое видение в части централизации закупок, для того, чтобы можно было экономить определенные средства при проведении большого объема закупок. Одновременно созданы единые кадровая и контрактная службы, что позволило оптимизировать административные процессы и повысить эффективность управления. То есть будет единая номенклатура закупок, будет единое меню. Сейчас оно, кстати, разрабатывается.
То есть было моментами в разные года, что у нас питание по городу в разных садах различалось на 20-30 рублей. То есть если по где-то дням разбивать, то это не совсем правильно. То есть мы делали вывод, что в каких-то садах дети питаются лучше, в каких-то хуже. Назрело время, то есть, да, создать одно юридическое лицо для того, чтобы был единые подходы по кадровой политике, по бюджетному учету, по закупкам. То есть централизация, она необходима сегодня. Надо сказать, что с оптимизацией сокращения педагогов не будет. Все останутся на своих местах. Руководители дошкольных учреждений теперь будут иметь статус заведующий структурного подразделения. Только в 2 малочисленных садах функции управления возложены на старших воспитателей. С внедрением образовательного комплекса произойдет и оптимизация некоторых учебных процессов. Забегая вперед, можно сказать о том, что мы задумываемся над созданием единой логопедической, психологической службы в ТОКе, потому что не секрет, что узконаправленных специалистов у нас дефицит. Если будет создана такая единая психологическая служба, которая могла бы оказывать и психологическую, логопедическую, дефектологическую помощь всем воспитанникам ТОКа, а не только воспитанникам одного какого-то отдельно взятого детского сада. И я думаю, что в этом только будет большая польза для детей, которые имеют ограниченные возможности здоровья. Напомним, много лет назад в нескольких наследках Ленского района уже была произведена оптимизация. Детские сады были объединены со школами. Опыт есть, и он весьма удачный, поэтому и на создание территориально-образовательного комплекса возлагаются большие надежды и ожидания. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Жительница Якутска родила ребенка прямо возле регистратуры. Роженица поступила в приемное отделение в 10 часов утра в сопровождении супруга. По данным камер видеонаблюдения, с момента прибытия прошло всего 48 секунд, как произошли роды. При стремительных родах младенец упал на пол, ему диагностировали линейный перелом правой теменной кости. Ребенок был немедленно передан под наблюдение специалистов отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных, где ему оказана вся необходимая специализированная медицинская помощь в полном объеме. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает. Со слов женщины, родовая деятельность у нее началась с 7 утра. Женщина с супругом развозили детей в школу, детский сад, потом приехали домой и, убедившись, что у нее родовая деятельность усиливается, на личном транспорте в сопровождении супруга она переступила вход перинатального центра, и через 48 секунд у нее произошли быстрые стремительные роды. В Алданском районе почти завершен 2-й этап программы переселения из аварийного жилья. В очереди на получение квартир остается чуть более 100 семей. Также продолжается работа по формированию реестра аварийных домов, которые войдут в 3-й этап программы. Ожидается, что решение о его реализации будет принято в первом полугодии 2026-го. Продолжение темы в следующем сюжете. Продолжится ли программа переселения из ветхого жилья? Этот вопрос волнует многих жителей Алданского района. В настоящее время идут отчеты представителей органов местного самоуправления перед населением об итогах работы за 2025 год. И тема переселения входит в число наиболее актуальных. Мы живем вообще в ветхом доме, очень ветхом доме, как бы стареньком. Ну, хочется все-таки, чтобы было у нас и отопление. Сейчас идет завершение 2-го этапа программы переселения. В данный момент в очереди на получение квартир чуть более 100 семей. Работа по определению аварийного жилья продолжается. Нюансы бюджетирования улажены, деньги район получает. По решению правительства Республики Саха-Якутия и Министерства строительства России финансирование осуществляется из средств, которые были предусмотрены на иные программы. По 2-му этапу у нас сейчас еще в Алданском районе осталось 3 дома в Тамоте, по-моему, 111 квартир и несколько квартир в городе Алдане. Один из больших возможностей – это дом РФ. Мы строим 180 квартир, в том числе 54 квартиры будет по переселению. Также строим дом для переселенцев поселка Икакут, который был закрыт несколько лет назад. Там у нас 19 квартир идут по переселению, и 18 квартир – это предоставляются квартиры переселенцев поселка Икакут. Напомним, 2-й этап программы переселения стартовал в 2019 году. Квартиры
Квартиры получили тысячи семей. Новостройки возведены в городах Алдан и Томот, а также в поселках Нижний Куранах, Якокит, Ленинский и Лебединый. Теперь новоселья ждут жильцы других ветхих многоквартирных домов, которых остается немало. Новую программу все мы ждем. Думаю, что в этом году, наверное, и можно по конкретике сказать, в первом полугодии будет принято решение по дальнейшему строительству в счет третьего этапа по программе переселения из аварийного жилья. Отметим, в третий этап программы переселения войдут многоквартирные дома, которые были признаны аварийными с 1 января 2017 по 1 января 2022 года. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В Нерюнгринском районе молодежь реализует проекты грантового конкурса. Защита проектов «Росмолодежь Гранты» прошла в Нерюнгре 4 месяца назад. Победители получили финансовую помощь на реализацию своих идей и уже сегодня воплощают их в жизнь. Следующий сюжет об одном из победителей – нерюнгринце Руслане Гатауллине. 23-летний Руслан Гатауллин – идейный и активный молодой человек. Он руководит школьным военно-патриотическим клубом юноармейцев в поселке Чульман и является советником директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в поселковой школе. Развитие и непрерывное движение вперед – его жизненная кредо. Руслан является одним из ярких представителей молодежи, которые болеют не только за себя, за свои достижения, да, но и за то, чтобы ребятам в школе, где он преподает, было хорошо, комфортно, удобно, а самое главное, чтобы они могли проводить свободное время с пользой. Проект Руслана Гатауллина по созданию комфортного школьного пространства победил в конкурсе «Росмолодежь Гранты» в направлении «Создавай возможности» и получил 330 тысяч рублей. Конкурс «Росмолодежь Гранты» для физических лиц – это возможность реализовать свою инициативу. И вот именно вот в этом формате Руслан, как молодой педагог, который не безразличен к организации культурного, интересного досуга для своих учеников, создал как раз вот в имеющихся условиях классную историю про создание этого досуга. Сегодня в школе номер 7 поселка Чульман открылся молодежный островок «Атмосфера». Это коворкинг-пространство, где школьники будут с пользой проводить досуг и внеурочное время. Я хотел достичь, наверное, чтобы ребята комплексно воспитывались. То есть мы говорим, конечно, про школу, что на учебных предметах они воспитываются умственно, но я хотел бы в умственное воспитание добавить еще патриотическое и творческое, потому что ребенок должен быть всесторонне развит и всесторонне готов к взрослой жизни, потому что школа для меня – это подготовка к нашему будущему. И какие здесь мы аспекты возьмем, так мы и полетим в наше будущее. В рамках проекта в этом году запланированы более 10 масштабных мероприятий, в которых будет принимать участие порядка 180 ребят. Игры как футбол, аэрохоккей. Чтобы дети отдыхали, было нам хорошо всем отдыхать на переменах, проводить хорошо время. Допустим, даже домашнее задание у нас можно сделать, так как там есть стол. Успешная реализация данного проекта еще больше вдохновляет Руслана на создание новых проектов, которые подарят новые возможности для молодежи района. Екатерина Павлова, Андрей Гаянов, Нерюнгри. Якутия становится все более притягательной для любителей экстремального отдыха. Желающих испытать себя настоящим северным морозом с каждым годом становится больше. Глава республики подчеркнул, туризм должен стать ключевой точкой роста для малого и среднего бизнеса. При этом власти сосредоточатся на инфраструктуре. Так, в этом году завершат проектирование нового международного терминала аэропорта Якутска. А уже к 2027 году в столице откроется крупный отель сети «Космос». 29 января в мире отмечается День первой машины. Именно эта дата считается отправной точкой автомобильной истории. А как она начиналась в Якутии, кто стал первым владельцем машины и какие уникальные свидетельства сохранились до наших дней, узнаем прямо сейчас. 29 января 1986 года Карл Бенц получил патент на самый первый в мире автомобиль. Бензиновая повозка не имела глушителя и пугала лошадей. После доработки беслошадного экипажа скорость составила всего 15 км в час. К моменту, когда в мире уже появился первый автомобиль, в Якутии дороги были редкостью, а выбор транспорта крайне ограничен. До появления машин люди передвигались на речных судах, лошадях и верблюдах, которых активно использовали для гужевого транспорта.
Летом 30-го года в Якутию прибыл первый автомобиль Ford А. В Национальном архиве республики хранится около 1,5 миллиона документов. Среди них уникальные свидетельства появления автомобиля. В то время машины принадлежали исключительно правительственным структурам и использовались строго по утвержденным спискам. При этом есть некие сведения о том, что был автомобиль и до этого. Даже есть сведения о том, что автомобиль был в личном пользовании у одного из горожан с 1915 года, и были организованы курсы шоферов в 30 году, и, собственно, вот есть фотографии, вот единственное свидетельство, где курсанты сидят на фоне именно автомобиля. Мы не можем точно сказать, тот ли это самый автомобиль, прибыл ли этот автомобиль в 1915 году, но мы точно знаем, что фотография сделана еще в мае 30 года. Уже в 1931 году в республике появились тракторы и пожарные машины. Редкие фотографии тех лет показывают, как техника постепенно внедрялась в суровые климатические условия. На кадрах того же года первый дальневосточный автопробег в Алданском районе по участку дороги Большой Невер-Чульман. Его целью было определить наиболее подходящий тип грузового транспорта для региона. Эти исторические видеодокументы снял для нас кинооператор Алексей Кушашвили. Он считается одним из самых скрупулезных таких кинолетописцев Дальнего Востока. Он очень часто и много ездил по Советскому Союзу и приезжал в Якутию. И вот благодаря ему у нас есть эти съемки. Ну, чем вообще уникален этот материал? Тем, что не только там отображены современные реалии 1931 года. Да? Если мы смотрим на эти кадры, мы можем посмотреть людей, да, как люди жили, допустим, станции. Опять же, первых автомобилистов, транспорт. Архивные документы позволяют проследить путь становления автотранспорта в Якутии. Развитие происходило постепенно. Даже в 2005 году автомобили на улицах Якутска все еще были редкостью. Появление первого транспорта в Якутии стало отправной точкой развития автотранспорта. И сегодня это движение, без которого невозможно представить повседневную жизнь. Даяна Федорова, Элита Махно, Нюргун Старостин, Якутск. Первенство Мирнинского района по настольным играм «Саха» собрало участников из 6 поселений. Лучшие игроки получают путевки на республиканский уровень. Подробности далее. 43 участника из Мирного, Светлого, Чернышевского, Арылаха, Тасюряха и Сюльдюкара состязались в скорости и ловкости при помощи камешков и палочек. В Центральной библиотеке Мирного провели первенство района по настольным играм «Саха». История этих игр насчитывает столетия. Камушка – это от слова «камушки» идут. У всех тюркских народов эта игра есть. Даже в фильме «Игра кальмара» оно есть. А кабылык – это лучинки. Это уже традиционная якутская игра. Оно даже на веб-сайте Аланхо оно уже говорится, что богатырь, играя в кабылык, становится все сильнее и сильнее. Хаблык и хамыска больше, чем спорт. Детям эти игры помогут развить мелкую моторику и смекалку, людям постарше сохранить ловкость пальцев и гибкость суставов. Такой вид спорта, что можно везде играть. В любом столе играть. Камушка в карман положил, хаблык в левый карман, и в любом месте можно играть, если желание есть. Лучшие игроки получают путевки на республиканский уровень. В прошлом году они представляли Мирнинский район на играх «Манчары» в Якутске и на фестивале «Исэх Оланхов» в Нерюнгри. И в завершении выпуска о погоде в ближайшие сутки 30 января на большей части территории Якутии преимущественно без осадков. Ветер слабый, на арктическом побережье местами порывы до 15-17 метров в секунду и метели. Днем потеплеет до минус 26, минус 31, на западе и северо-востоке минус 31, минус 36, на северо-западе 41-46 ниже нуля, на Колыме минус 18, минус 23. В Якутске преимущественно без осадков, ветер северо-западный от 1 до 4 метров в секунду, температура ближайшей ночью 33-35 ниже нуля, днем 27-29 градусов со знаком минус. К этому часу все. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Мы продолжаем следить за развитием событий, ну а я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.